Одна из величайших битв Второй мировой войны, Сталинградская, длилась 200 дней. В ней сгорела миллионная армия фельдмаршала Паулюса. Это было одно из самых кровопролитных сражений в истории, и оно кардинально изменило ход всей войны в пользу советских войск. Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 по 3 февраля 1943. В этот период город был полностью разрушен, были руины, и это, безусловно, осложняло наступление для немецких войск, но они столкнулись с таким ожесточением, что в своих мемуарах они писали то, что за тот или иной период они добивались очень много в Европе, в том числе и стоит отметить то, что саму Францию захватили за около 40 дней. Полная капитуляция была признана, а за этот период немцы дошли от одного квартала до другого. Это говорит о том, что военная инициатива в этом непростом сражении была именно на стороне Советов. И пусть победа досталась дорогой ценой, Красная Армия захватила инициативу в свои руки. А 10 тысяч человек полегли под руинами сталинградских домов между Волгой и Доном. Сотни тысяч были ранены, многие пропали без вести. Битва Сталинград по праву является одной из ключевой в период Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны в частности, потому как ее исход начал победное наступление наших советских войск, и при этом не обошлось без участия Малгобека. Дело в том, что с сталинградского направления была переброшена моторизированная дивизия СС «Викинг», которая ослабила положение там. И эта дивизия «Викинг» ничего не добилась, в том числе и по Малгобекскому направлению. Наш Малгобек гордо стоял, и в том числе и причастен к победе под Сталинградом. Среди сражавшихся в осажденном городе было много выходцев в Ингушетии, чьи подвиги становятся известны только в наши дни. На сегодняшний день известно более 200 имен ингушей-защитников Сталинграда. Все материалы о них хранятся в Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова. Все они представляют разные подразделения, разные рода войск, в том числе есть и кавалеристы, танкисты, летчики. Ныне Сталинград – это город воинской славы Волгоград. Здесь, на Мамаевом кургане, открыт музей-заповедник, посвященный той битве. На его территории увековечены имена более 17 тысяч защитников Сталинграда. А в 2013 году торжественно открыли 7 памятных плит, где вписано более 80 имен ингушей-защитников города. Мы можем назвать такие имена, как командира кавалерийского корпуса майора Японца Абадиева, командира минометного взвода сержанта Ахмеда Баркинхоева, командира арт-дивизиона майора Ахмеда Дудургова и многих-многих других достойных сынов нашего народа. В первую очередь хотелось бы отметить Абадиева Японца Арсакиевича, полковника кавалерии, который командовал 255-м объединенным чечено-ингушским полком. Именно под командованием нашего земляка полк был переброшен против 4-й танковой армии вермахта, и из этого сражения кавалеристы вышли победителями. За умелую организацию действий своего полка, за личные проявленные мужество и героизм Абадиев Японц Арсакиевич был представлен к званию Героя Советского Союза. На сегодняшний день память об ингушах-защитниках Сталинграда увековечена не только на Мамаевом кургане. В Дзержинском районе Волгограда 2 улицы, названных в честь японца Абадиева и Джабраила Картоева. Джабраил Картоев ушел на фронт в 1941 году. Разведчиком воевал при освобождении Прибалтики и форсировании озера Сиваш у Перекопского перешейка. Победа в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года стала переломным моментом в войне. О проявленном солдатами в ходе этого сражения мужестве и героизме не забыть никогда. В нашей постоянной экспозиции зала Великой Отечественной войны есть целый стенд, посвященный защитникам Сталинграда. На нем есть фотографии, список участников, краткая аннотация к героям и коротко о самой битве. В те военные годы они внесли общий вклад в нашу победу. Отрадно отметить, что многие наши земляки стали достойными сынами своего народа, показав себя только с наилучшей стороны.